Общедомовые приборы учета тепла и горячей воды начали появляться в многоэтажных домах Сибая с 2009 года, когда вышел закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Сегодня такими тепловыми узлами оборудованы порядка 70% от всех многоквартирных домов, находящихся в обслуживании управляющей компании ООО «Информационный расчетно-кассовый центр». Процесс перепрофилирования проходил по мере введения в эксплуатацию новостроек и проведения капитального ремонта в порядке действующего законодательства, а также по заявкам жильцов тех домов, в которых система отопления соответствовала необходимой теплонагрузке. Впоследствии эту норму соответствия отменили. В настоящее время норма 0,2 гигакалорий отменена, поэтому узлы тепловой энергии можно устанавливать и в небольшие дома. Для жителей это в любом случае выгодно, потому что даже если жители платят ровными частями по нормативу в течение всего года, по итогам работы коммерческого узла за год людям делается перерасчет. И получается, что фактически жители оплачивают потребленный ресурс. Коллективная заявка жильцов на оборудование дома УДПУ, принятая общим голосованием, подается в ресурсоснабжающую организацию, в том числе на условиях предоставления рассрочки по оплате прибора сроком на 5 лет. Между тем, не все конструкции инженерных сетей позволяют произвести установку данного оборудования, благо таких многоэтажек в городе немного. Узлы учета регулярно проверяются, проводится техническое обслуживание, а также снятие показаний на ежемесячной основе. Последняя процедура, комментируют специалисты, вызывает особый интерес жителей. В данном узле учета установлен тепловычислитель ВКТ-7. Снимаются показания при помощи переносного накопителя. Для этого накопитель присоединяется к тепловычислителю. Выбирается необходимая скорость соединения с прибором. После этого необходимые данные, в нашем случае это суточные. И после этого устанавливается дата начала и окончания съема показаний. Как всегда, это у нас 20 числа предыдущего месяца по 19 число сего месяца. После этого происходит само считывание показаний. Впоследствии таким же образом производится перенос собранных данных в общую базу посредством подключения считывающего устройства к персональному компьютеру. В ведении РКЦ сегодня находится 202 дома, оборудованных приборами учета, проверка которых производится в течение 3 календарных дней усилиями всего 2 специалистов. Этим объясняется отсутствие физической возможности согласования и проведения проверки в присутствии жильцов дома. При этом, как комментируют специалисты, в интересах пользователей проявлять бдительность для сохранности оборудования. Его неисправность не освобождает жильцов от оплаты коммунальной услуги, а восстановление составит отдельную статью расходов. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.